Здравствуйте, дорогие спасатели! Смотрите очередной выпуск приветов из дома. 6 печальных историй со счастливым концом. Вот Берта из Краснодара. Помните, как весной она мокрая, продрогшая, плача, бежала за машиной Жени. Берточку вывезли мы из Краснодара весной в Москву на передержку. Прививали, обрабатывали, пиарили. В общем, делали все, что необходимо делать. И вот девчонке повезло. Сейчас наша малышка в тепле, в сытости, в заботе, радуется жизни и радует семью. И вот наша якутянка Мальва. Думаю, вы все знаете историю Пьеро. Как убили мамку щенков и как Пьеро взял на себя заботу о детях, как учил их прятаться от людей на пустыре, добывал им еду и согревал малышей. Так вот, Мальва – одна из тех девчонок, выращенных Пьеро. Пьеро, спасший 3 деток, засиделся у нас, друзья, на передержке. Так хочется, чтобы этот благородный, мужественный парень узнал, что бывает и дом, и своя миска. Так хочется, чтобы он стал тоже счастливым. Мальва давно в семье, и вот очередной привет от нее. Мы видим холеную красавицу и понимаем, что все у девчули замечательно. Vas-y, tu lui dis. Ah, lève-le plutôt. Вот одно из самых быстрых пристройств. Недавно мы спасли 2 друзей. Помните, это скелетик Рыжик и его защитник в ППЖ такой же тощий скелетик Хаска. Очень скоро мальчишку выбрали в семью, назвали его Тойва. Мы можем только радоваться такой стремительной перемене в жизни парня. И также пожелаем терпения и удачи семье. Счастья вам всем! Gleich essen. Ja, Essenszeit. Komm mal her. Nee, komm mal her. Ach, sowas. Ui, 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 ui. Ja. Olive. Hey, alles in Ordnung. Милочку мы спасли из Подмосковья. Одинокая и несчастная девчонка была брошена в садах осенью. Это частое осеннее явление, когда дачники бросают своих питомцев, уезжая в свои квартиры. Забрала я тогда по звонку. Долго пиарили в течение года. И вот Миле повезло. Она наконец-то в семье, и она счастлива. Пожелаем девчушке
счастья и долгих лет, быть любимой. Stärker und Mila. Wir haben Energie. Mia! Mia! Mia. Недавно мы показывали, как уезжают в Европу наши спасеныши, те, которых спасли в последний момент, которых потом долго лечили в клиниках. Вот тогда не нравится. Вот так тебе нравится, да? Вот так. И так тебе хочется, и ты так побаиваешься, боишься, да? Чуть-чуть мы побаиваемся еще. Ну ничего страшного. Мы скоро научимся тоже и мужчинам доверять. Наверное, с тобой кто-то поступил плохо, да, Дан? Что ты мужчин боишься. Ну вот и все, видишь, все. Контакт образовался. Вот как тебе нравится тогда, Дана. А? Дана, иди ко мне, иди. Дана, иди. Какой золотой характер у тебя, ты наша золотая. Наша красавица, ты наш спасеныш, да? Ты спасеныш наш? И вот привет от Даны, которую рвали в ППЖ. Пока идет привыкание, она девчушка скромная, вдумчивая, сначала присматривается к человеку, но все у Даны будет хорошо. Пожелаем счастья Даночке и ее семье. И наша девчушка теперь будет жить с семьей на 2 страны. Зимой в Португалии, а летом возвращаться в Германию. Помните, друзья, в августе этого года мы спасали девочку Браву. Спасали ее с отрубленной ногой. Потом с трудом искали возможность срочной отправки из Якутска в Москву, чтобы не допустить гангрены. Мы торопились. Затем здесь была ампутация, сразу на операционный стол. Передержка с медуходом.
Много горя и боли испытала девочка Браво. Заново училась ходить на 3 лапках. Не очень-то у нее получалось. Прислонялась к дереву, чтобы отдохнуть, тогда, когда хотелось бежать за птичками, за белками. И вот недавно Браво уехала в Европу. Вызвались люди передержать и пристраивать уже там, в Германии. У них уже есть 3-лапая собачка, и они понимали осознанно особенности такой собаки. И я уверена, у Бравы все будет замечательно. Она в прекрасных, надежных руках. Пожелаем терпения и счастья людям, которые взялись ее передержать и пристраивать далее. Друзья, мы с вами делаем огромное, хорошее дело. Дарим жизнь, дарим счастье собачулям, у которых не было шанса выжить. Да, это очень трудно, труднее с каждым днем. И даже на этом канале мне приходится говорить, что без вашей поддержки спасение остановится. Помогайте, пожалуйста, им.